Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас на нашем очередном республиканском семинаре, тема которого профилактика девиантного и социального поведения обучающихся, формы и методы в работе классного руководителя. Прежде чем начать работу нашего семинара, обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, педагоги, классные руководители, чтобы вы принимали активное участие и все возникающие для вас вопросы вы писали в чате. Итак, хотела бы представить для начала наших спикеров нашего семинара. Это Андрей Евгеньевич Никитин. Здравствуйте. Где люди? Врач-психиатр-нарколог Комреспубликанского наркологического диспансера, и Азарова Ольга Васильевна, учитель биологии и химии, классный руководитель средней общеобразовательной школы номер 15 города Сыктывкара. Итак, начинаем наш семинар. Девиантное асоциальное поведение – это поведение, противоречащее общепринятым нормам и принципам, выступающее в форме безнравственных и противоправных деяний. В современных условиях возросло число подростков, склонных к девиантному поведению, поэтому проблема профилактики девиантного и социального поведения детей и подростков становится все более значимой. Как известно, существуют различные формы девиантного поведения, но сегодня мы хотели бы остановиться на таких формах, как табакокурение, употребление алкоголя и психоактивных веществ. Как я сказала, сегодня вас уже будут вооружать информацией наши спикеры. Это Никитин Андрей Евгеньевич и Азарова Ольга Васильевна. Проблема злоупотребления психоактивными веществами – одна из острейших проблем современного российского общества, основными потребителями которой являются подростки и молодежь. Существует немало причин, которые так или иначе приводят к возникновению зависимости от психоактивных веществ. О факторах риска зависимого поведения от психовеществ и о профилактике нам расскажет Андрей Евгеньевич Никитин. Андрей Евгеньевич, пожалуйста, передаю вам слово. Так, мне включено? Да, включено. Да. Так, добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Так, сейчас мне включат слайды. Так, где лучше-то? Управляем здесь, да? Угу. Сейчас, секундочку, я научусь, дорогие друзья, и потом... Так, где переключаем? Вот эта стрелочка, да? Тема нашей сегодня беседы – профилактика употребления различных психоактивных веществ. Я бы хотел начать немножечко с короткого вступления и обозначить свою тему. Мы на протяжении уже многих лет и здравоохранения, и образования занимаемся тем, что пытаемся защитить наших детей от употребления тех или иных психоактивных веществ. То мы проводим беседы о вреде алкоголя, то о вреде курения, то о вреде, в начале, допустим, 2000-х, в конце 90-х употребления опиатов, героина, затем в начале 2000-х, 2005-2007 года это был дезоморфин. То есть мы на протяжении всей нашей работы так или иначе сталкиваемся с новыми опасностями в виде новых психоактивных веществ. Но проблема заключается в том, что мы узнаем об этом не только в первую очередь, но, наверное, не совсем в последнюю, где-то так в серединочке мы отираемся, и дети узнают это гораздо раньше нас. Мы сталкиваемся уже в последующем, как правило, с последствиями и начинаем сперва обучаться сами, выяснять, что это за новые вещества, как они влияют на организм и как вести профилактику. И вот на протяжении уже многих лет я, в общем-то, в своих встречах, беседах, лекциях говорю о том, что пора уже отходить от профилактики какого-то отдельного психоактивного вещества и заниматься профилактикой зависимого поведения в целом. Потому что мы никогда с вами не будем успевать раньше людей, которые изготавливают новые психоактивные вещества в плане профилактики. А сегодня я бы хотел поговорить с вами не о профилактике как такого зависимого или каких-то отдельных тем, а хочу поговорить о факторах риска, которые так или иначе приводят к возникновению зависимости от психоактивных веществ. Так, я сдвинулся.
Ага, нет. Мгм. Несколько слов о факторах риска, которые так или иначе приводят к возникновению зависимости от психоактивных веществ. Причины, которые могут нам в нашей работе определить меры профилактики. Если проще, то зависимость формируется путем накопления различных факторов риска. Это, как правило, на первом месте генетические факторы. По данным различных авторов, это примерно 60-70%, господи, вылетело из головы слово, то, что влияет на формирование зависимости. Врожденные факторы риска на втором месте. Третье – комплекс мать и дитя. Затем синдром дефицита внимания – это когда происходит сбой во время беременности, родов, так называемый генетический сбой. Гипо- или гиперопека и информационная среда. Так, опять у меня куда-то, да? Или долго срабатывает. По поводу, значит, первое. Генетические факторы. Алкоголиками или наркоманами не рождаются. По наследству эти заболевания не распространяются, но зависимым можно стать вследствие некоторых особенностей биохимии головного мозга. В первую очередь, у нас в организме есть дофаминовая система и серотониновая система. Дофаминовая система – это адреналин, норадреналин. Есть люди с высоким уровнем адреналина. Их можно назвать такими рыскающими людьми, то есть эти люди постоянно, дети, мы говорим о детях, да, сейчас, это дети, которые постоянно ищут что-то новое, пытаются испытать что-то новое, они не сидят на месте. Наверное, если вы как учителя знаете, вот они неусидчивы в какой-то мере, все время что-то ищут. Если уровень низкий дофаминовой системы, если вырабатывается мало адреналина, норадреналина, то это приводит уже к болезням, к депрессивным состояниям, к безволию, к апатии. То есть вот есть разные в крайности уйти можно, да, то есть люди с высоким содержанием и люди с низким содержанием. Другая система серотониновая – это уровень серотонина по рекламе, как-то я помню, видел в телевизоре, говорили, что чтобы было много серотонина, надо есть бананы. Вот. Если у человека высокий уровень дофамина и серотонина, то это люди, как правило, сильные. Выражение такое есть, держат удар. То есть они, когда ищут что-то новое, пытаются попробовать что-то новое. И если у них это не получается, они не отчаиваются, они пытаются исправить то, что у них не получалось, и пытаются двигаться вперед. Но, как правило, такие люди очень часто встречаются в спортивной среде, когда они с малых лет начинают тренироваться, если у них есть какие-то, там, не достигают определенных успехов, они не ломаются, а дальше тренируются и добиваются успехов в спорте. Если серотонин низкий, то эти дети также активны, они также пытаются рыскать, искать что-то новое, но если вдруг какая-то преграда, которую не могут преодолеть они, то они, так называемый, удар не держат и попадают в невротические ситуации, ломаются, не способны к адаптации при возникновении стрессовых ситуаций. И тут в зависимости от уровня дофамина, серотонина может быть очень много вариантов, типов детей в поведении. На данный момент, кстати, можно, по-моему, у меня написано в презентации, Московский институт наркологии, насколько я знаю, в Москве он проводит исследования, концентрацию вот именно как раз дофамина, серотонина в организме у детей для того, чтобы индивидуально вести профилактическую работу и обучающую работу. Люди с низким уровнем и того, и другого – это люди несчастные, депрессивные. Гипофория, такое есть выражение, это нет никакого настроения, ничто не моделируется. Это свойственно людям с зависимостью. То есть, если ребенок апатичный, если он ни к чему не стремится, то большая вероятность того, что как раз вот в генетических факторах
серотонин, и они в конечном итоге будут искать способ, как вот избавиться от этого состояния, ну, условно говоря, депрессивного, чтобы быть более активным. И поэтому они, если в их поле зрения попадает какое-то психоактивное вещество, они тут же берутся за него, употребляют его, и для них, условно говоря, раскрывается новый мир, появляются новые эмоции. Ну, так как психоактивные вещества, так или иначе, они меняют психическое состояние человека, физическое состояние человека. И поэтому вот люди как раз с низким содержанием, они склонны к употреблению психоактивных веществ. Современные центры могут проводить исследования биохимии головного мозга, как я уже сказал, с целью выявления предрасположенности к зависимости, и на основании этого дают рекомендации к воспитанию. Здесь уже речь о персонифицированной медицине и педагогике. Вы переключаете, да? Хорошо. Врожденные факторы риска. Здесь больше речь идет о женщинах, беременности и родах. Если в беременности женщина употребляет различные психоактивные вещества, они попадают через гематоэнцефалический барьер, через плацентарный барьер напрямую в головной мозг плода. И эти вещества меняют биохимию плода. Если употребляют наркотики, то высок риск употребления психоактивных веществ. Я могу сказать по опыту работы, даже если женщины в период беременности, накануне там родов употребляют систематически какие-то психоактивные вещества, то уже плод рождается с синдромом отмены от этого вещества. То есть алкоголь, вот, ну, грубо говоря, там с абстиненцией рождаются дети. При опросе зависимых часто выявляются патологии в беременности и родах. То есть если детально опрашивать наших пациентов зависимых или с несовершеннолетними, когда разговариваешь и беседуешь с родителями, то выявляется проблема вот именно при беременности и родах, что мама употребляла какие-то психоактивные вещества. Даже есть некоторые работы научные, что даже вот была одно время, не знаю, как сейчас, давно не было у меня новых детей в семье. Вот. Даже есть сведения о том, что женщины в период родов выпрашивали у врачей, хотя там нет никаких проблем, выпрашивали обезболивание в родах, и это так или иначе могло точно так же повлиять на биохимию плода, головного мозга плода. Дальше. Так. Комплекс «Мать и дитя», или так называемый импринтинг, первичное научение, закрепление того, что формирует будущее поведение и реакции у человека. Это формируется в первые годы жизни от 0 до 5 лет. По одним авторам, ну, некоторые авторы говорят, что научение это до 16-18 лет даже. То есть это то, чему мы в первые годы жизни пытаемся научить своего ребенка. Во времени это у людей, конечно, затягивается. Ну, там, допустим, у птиц этот импринтинг занимает буквально несколько дней. У детей, у людей до нескольких лет. Ребенок впитывает поведение, эмоции и привычки взрослых, поэтому необходимо быть с ребенком в начале жизни как можно ближе. Проблемы в нашем мире возникают, когда воспитывают детей не родители, а няни. То есть у родителей достаточно денег, они строят карьеру и считают, что воспитывать детей, если есть возможность, могут и нянечки. И в последующем, когда дети вырастают, как говорится, кого вы хотите видеть? Детей своими или чтобы эти дети были схожи с няней. А вырастают эти дети с привычками, которые не свойственны родителям, и возникают вопросы, откуда это у наших детей появляется. Вот тут нарушение импринтинга, взаимосвязи мать и дитя. Синдром дефицита внимания. Синдром дефицита внимания – это когда происходит сбой в беременности, во время родов или генетический сбой. Синдром дефицита внимания очень часто родители это, так скажем, упускают из виду.
Ребенок это упускает из виду в каких случаях? Кажется, воспитывается ребенок, и он активный, все время в движении, чем-то занят. Родители думают, ну и прекрасно сам себе находит занятие, чем-то увлечен. И, как правило, это происходит с детьми 2-4-летнего возраста. И происходит, но в силу своей вот этой активности у ребенка дефицит внимания, то есть он не усваивает то, чем он занимается, он не учится этому, он все время меняет свои интересы, свои формы занятости, так называемый парциальный синдром Маугли, как правило, сопровождается повышенным внутричерепным давлением. Это точно также можно определить, если были травмы во время родов, травмы в детстве. Как правило, у 97% зависимых людей, опять же таки, если проводить опрос, у них либо были травмы в родах, либо в раннем детстве черепно-мозговые травмы были, инфекции перенесенные тяжелые. С другой стороны, если бы, но, да, так. Дело в том, что если, даже если вот эти дети с дефицитом внимания воспитываются в конечном итоге правильно, ограничивается свободный доступ в подростковой среде от употребления алкоголя или иных наркотических и иных психоактивных веществ, то это не приведет к зависимости и к употреблению данных веществ. Но, опять же таки, если это попадает, то очень быстро возникает зависимость. И это мина замедленного действия. И при появлении ПАФ, как я уже говорил, меняется вся система поведения и психического развития ребенка. Так, гипо- и гиперопека. Есть условно две системы воспитания. С одной стороны, жесткая система воспитания по типу, где все должно быть регламентировано и четко расписано. И с другой стороны, система так по автору Бенджамина Спока, ну, учителя, я так думаю, знают, книга о том, как надо воспитывать ребенка. Полное нестеснение и потворство ребенку. Хотя, ну вот я тут привел, что сам Бенджамин Спок закончил жизнь в интернате, в нищете при наличии 2 детей. Гиперопека – это дети, которые не знают слова «нет», ограничений у них нет, соответственно, способность преодолевать трудности у них точно так же нет. И поэтому при возникновении этих трудностей они очень быстро ломаются, и для того, чтобы компенсировать эти стрессовые ситуации, они начинают употреблять различные психоактивные вещества. Так скажем, ну, конечно, не совсем правильно, что нарколог этого скажет, но тем не менее алкоголь тот же самый, он является одним из самых лучших буферов при эмоциональных стрессах. Но я вам этого не говорил. При жесткой системе ущемляется опять-таки творческое начало. Так вот, в данном случае, где золотая середина, родительство – это искусство. То есть надо постоянно искать золотую середину вот в воспитании детей. Не гипер и не гипоопека. Информационная среда. Но в данном пункте мы можем говорить о том потоке информации, который изливается на наших детей из различных средств массовой информации. То есть и рекламу, которая, ну, реклама в большей степени, давайте так, если мы говорим о рекламе, рекламируют у нас в основном что? Это различные напитки. Алкоголь запрещено рекламировать, поэтому трансконтинентальные компании выпускают так называемые энергетические напитки, которые формируют зависимое поведение. И если мы обратим внимание на способ донесения этой информации, то он в большей степени акцентирован на несовершеннолетних, на молодых людей. Да? То есть там что предлагают? Испытать что-то новое, удовольствие, добавь адреналин. Вот эти фразы, которые с экранов ТВ идут, окрыляет. И вся эта информация, она провоцирует детей вот именно как раз попробовать, что же это новое, да, то есть и форма подачи, тот же самый энергетические напитки, вот Red Bull, окрыляет, он нарисован. Ну, на взрослого человека навряд ли это будет как-то действовать.
навряд ли это его сподвигнет на то, чтобы идти и попробовать. Все эти гаджеты новомодные, которые рекламируются в плане, что курить сигареты классические – это вредно, а вы можете попробовать употреблять там различные новомодные электронные гаджеты, но это точно так же формирует зависимое поведение. Точно так же соблюдается этот ритуал курения. И в конечном итоге сформированное зависимое поведение подталкивает в дальнейшем людей попробовать что-то новое. То есть и с электронных сигарет переходят на классический вариант, с напитков этого уже потом недостаточно, они начинают употреблять алкогольные напитки, легкие алкогольные напитки, затем уже более крепкие алкогольные напитки. Не зря, допустим, если так, к примеру, взять вот скандинавский опыт борьбы с алкогольной зависимостью, они в начале 20 века скандинавы, ну, грубо говоря, вымирали от алкоголизма, и потом жесткая политика, которая была направлена на то, чтобы ограничить употребление. Началось это все с рекламы, затем с вынесением вот алкомаркетов за пределы крупных городов и мелких магазинов по времени и по возрасту. Там даже есть такая система, не дневников, забыл, как называется, когда женщины, опять-таки, женщинам все права там даны, они отмечают количество употребляемого алкоголя их супругами. То есть определенная доза в неделю. Они ведут такие дневнички и контролируют это. Вот, то есть любые способы, которые направлены на то, чтобы сберечь генофонд, сберечь людей, они помогают. Вот. Так, следующее. Помимо вышеперечисленных факторов, мы также можем говорить и о пубертатном кризисе, раннее стремительное созревание, психологические проблемы в подростковом возрасте, проблемы социализации в референтной группе. Это своего рода стандарт, к которому стремится подросток. То есть, смотрите, когда мы говорим о какой-либо зависимости, ну, в данном больше применимо, допустим, к наркотикам, да, ребенок никогда не ищет наркотические вещества, чтобы их употреблять с целью испытать наркотическое или алкогольное опьянение. Ребенок не знает, что это такое. Ребенок употребляет эти вещества под воздействием той среды, в которой он находится, в которой он общается. По-простому, ну, можно привести такой пример. Если, ну, опять условно, да, если ребенок ходит в шахматную секцию и учится играть в шахматы, то навряд ли его там научат пить. Хотя, наверное, и такие случаи встречаются. И наоборот, если ребенок больше времени проводит в подъезде, то навряд ли его там научат играть в шахматы. Приобщение к наркотической субкультуре. В данном случае речь идет о вовлечении детей в определенные субкультуры. Тут прежде всего речь о том, что происходит отрицание традиционных культур. Для России, ну, мы многонациональная страна, православие, мусульманство и другие религии. Утрата ценностей, переход на личные хотелки. Следующее. Ну вот это то, что я о чем говорил. Дети не выбирают наркотики как средство для получения новых ощущений. Они выбирают определенный стиль жизни, субкультуру, маргинальный образ жизни. При беседах на вопрос, зачем ты это делаешь, у них нет четкого ответа, они тушуются, пытаются найти ответ. Надо помнить, что подростковый возраст является наиболее уязвимым периодом. В это время молодые люди начинают играть со своим сознанием и пытаются выбирать стиль жизни. Это последний слайд был, ну вот опять же таки, кратко заканчиваю, если. Для того, чтобы вот определить, будет ли употреблять ребенок или не будет употреблять ребенок психоактивные вещества, надо все-таки быть внимательным, и внимательными не только педагогов, и не столько педагогов, сколько родителям. И все-таки пытаться задействовать ребенка в различных внешкольных занятиях, секциях, чтобы он не оставался наедине с собой,
не пытался самостоятельно что-то рыскать и искать. Ну вот и если это было, я не знаю, интересно и полезно, то очень хорошо. Ну, наверное, все, если кратко. Спасибо, Андрей Евгеньевич, за выступление. Уважаемые педагоги, если есть какие-то вопросы, попрошу написать их в чате. Ну, а если вопросов нет, то мы идем дальше. Не менее важным вопросом для педагогов является о том, как же организовать профилактическую работу с теми подростками, которые курят, употребляют спиртные напитки. И в этом вопросе нам свою практику работы в школе представит Ольга Васильевна Азарова, свою методическую разработку о том, как же она организует работу в школе по профилактике зависимого поведения подростков. Пожалуйста, Ольга Васильевна, вам слово передаем. Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня зовут Азарова Ольга Васильевна, я являюсь учителем химии и биологии 15-й школы города Сыктывкар, а также классным руководителем 6 класса данной школы. Представляю вам разработку игры по станциям «Вредные привычки». Данная игра была разработана для профилактики зависимого поведения и формирования основ здорового образа жизни среди несовершеннолетних при помощи игры. Игра изначально была мною создана именно для работы в моем 6 классе. Почему именно игра? Формы работы с детьми по профилактике зависимого поведения могут быть самыми разнообразными. Но именно игра является наиболее доступным видом деятельности для учащихся. Игра предполагает учащихся всех ребят в той мере, на какую они способны. Необходимый материал в игре усваивается через все органы приема информации, причем это делается непринужденно, как бы само собой. В ходе данной игры учащиеся расширяют свои знания об опасностях табакокурения, употребления алкогольных напитков. Им прививается желание вести здоровый образ жизни, формируется негативное отношение к курению и алкоголю, и предоставляется возможность проявить свои интеллектуальные, творческие способности. Также развиваются коммуникативные навыки, умение работать в команде. Планируемыми результатами данной игры является повышение мотивации подростков к сохранению и укреплению здоровья, к отказу от вредных привычек и улучшению психологического микроклимата в классе. Данная игра направлена именно на профилактику зависимого поведения. Вряд ли данное мероприятие кардинально подействует на ребят, которые уже курят или употребляют спиртные напитки. Но они как минимум задумываются над этой темой. Я считаю очень важным работать именно с ребятами, которые еще не являются деструктивными элементами. Им необходимо постоянно напоминать об опасности курения, употребления алкоголя, чтобы им просто никогда не захотелось этого попробовать. В условиях эпидемиологических ограничений игра проводится для одного класса в отдельном кабинете. Для игры необходимо провести предварительную работу. Необходимо расставить парты станции попарно, причем расставляем по кругу, вот как здесь показано на фотографии, по периметру класса. На каждую станцию необходимо распечатать название станции, задания для каждой станции разложить, письменные принадлежности. На станцию расчетную необходим калькулятор. На станцию головокружительную необходимо закупить около 60 шариков среднего размера, распечатать пазлы, позже я покажу, какие именно, разложить их на станции, подготовить ватманы, маркеры, и также оборудование для опытов о вреде курения и алкоголя, либо провести эти опыты до игры. Непосредственно перед самой игрой класс делится на 5-6 команд. Каждая команда придумывает себе название. Получается в команде примерно 3-4 человека. Это оптимальный размер команды, когда каждый член команды будет задействован в этой игре. После приветствия участников обучающимся предлагается высказывание великих людей. Эти высказывания можно распечатать крупно и повесить на доску. Я просто пишу крупно на доске. Высказывание следующее. Умение продлить жизнь – это прежде всего умение не сократить ее. Привычка – вторая натура. Человек часто сам себе злейший враг. Исходя из этих высказываний, учащиеся сами выходят на тему игру.
Я провела эту игру не только в своем классе, я провела еще в двух 8 классах и в 10 классе. И все ребята самостоятельно сформулировали тему игры «Вредные привычки». Далее название темы мы пишем в центре доски. Далее либо обсуждаем с ребятами, какие существуют вредные привычки, либо они выходят, вот мой 6 класс выходил к доске, и каждый ребенок самостоятельно писал, какие вредные привычки они знают. Я акцентирую внимание, что о всех вредных привычках невозможно сразу поговорить на одном мероприятии. Поэтому мы делаем акцент именно на курение и употребление спиртных напитков. Следующим этапом мы обсуждаем с ребятами правила игры. Каждая команда, как я уже сказала ранее, выбирает себе название. Очень важно, чтобы это название было записано на листах с ответами на каждой станции, чтобы ответы ребят не потерялись и им не было обидно. Команды перемещаются по порядку, по 6 станциям. Обязательно оговариваем, чтобы не было хаоса, ребята перемещаются по кругу. Переход с одной станции на другую осуществляется по хлопку в ладоши. Я как учитель, как руководитель данной игры делаю либо звуковой какой-то сигнал, либо хлопаю в ладоши, они переходят. Время между звуковыми сигналами по переходу от станции к станции 5 минут. Казалось бы, всего лишь 5 минут, что ребята успеют усвоить за эти 5 минут. Однако практика показывает, что 5 минут вполне достаточно. На некоторых станциях у наиболее интеллектуально развитых ребят еще остается 1-2 минуты. И они просто дожидаются перехода на следующую станцию. После выполнения заданий команда получает элемент пазла, который, как я говорила, заранее разложены на каждой станции. В конце игры они из этого пазла собирают картину. За каждое выполненное задание команда получает свои баллы и выигрывает команда, которая набирает наибольшее количество баллов. На каждой станции находится свой куратор. Куратор, он раздает задания, объясняет, если ребятам непонятно, что необходимо сделать, следит, чтобы ребята взяли пазл и собирает ответы ребят. После игры куратор становится членом жюри. В 6 классе мы использовали кураторов из старшеклассников волонтеров. И при этом не обязательно на каждую станцию по куратору. Практика показала, что один куратор справляется с 2 станциями, то есть вам необходимо 3 человека. В 8 классах и в 10 классе мы проводили игру без куратора, вполне справились самостоятельно. Вот такие вот пазлы заранее наложились, да? Еще до этого был. Ну, пример пазла, который можно использовать. То есть необходимо будет распечатать 6 таких пазлов, вырезать. Варианты пазлов различны, генераторы пазлов есть в интернете. И, то есть на каждой станции будет, вот, например, на одной станции 6 элементов вот этого пазла, вот этого углового. На другой станции 6 элементов вот этих пазлов будет и так далее, для того, чтобы не было путаницы. Я использовала другой пазл, он не показывается. Да. И после обсуждения правил, все, игра начинается. Команды разошлись по станциям, и через каждые 5 минут после звукового сигнала, напоминаю, происходит перемещение от станции к станции. Всего 6 станций, как я сказала. Самая любимая станция у ребят – это станция головокружительная. Им здесь предлагается проверить степень развития своих легких. От команды участвует 3 представителя. За 30 секунд они должны надуть и завязать как можно больше воздушных шариков среднего размера. Надувают шарики по очереди. Каждый надутый шарик приносит команде 1 балл. Эта станция проходит очень весело. Проблемы, которые здесь возникают, это ребята не все умеют завязывать шарики и забывают, что шарики надо надувать по очереди, и начинают надувать их заново. Самая, пожалуй, сложная станция – это станция расчетная. Но именно здесь ребята получают очень много фактов о вреде алкоголя, курения не только на здоровье человека, но и на экологию. На этой станции необходим калькулятор.
В принципе, вот еще задание. В принципе, здесь необходимо решить задачи. В моем 6 классе даже есть ребята, которые за 5 минут, в принципе, решили 6 задач. В старших классах тоже есть ребята, которые хорошо решают эти задачи, но как минимум вот эту вот первую задачу решали абсолютно все ребята. Со своим классом 6 я еще веду курс «Мое здоровье». И после проведенной игры, игра была проведена во внеурочное время, и мы с ребятами разобрали все эти задачи, еще раз обсудили ответы. Следующая станция – станция ребусная. Здесь ребятам предлагается разгадать ребусы, и перед каждым ребусом им дается некая подсказка, информация, вопрос, в ходе которого они тоже получают некие знания о табакокурении или алкоголе. Ребусы разгадывают очень хорошо, ребусов заранее приготовлено много, ребята в команде делятся ребусами и успевают отгадать довольно-таки много. Да, совершенно верно. В данном случае это никотин. Правильно, некая Юлия ответила. Да. Следующая станция – это запутанная. Ребятам предлагается 15 анаграмм на основе пословиц, поговорок о вредных привычках, о здоровом образе жизни. Я ожидала, что эта станция будет сложная для ребят. Ну вот вам пример из 6 класса. Ребята разгадали, получается, здесь 6 анаграмм. За каждую правильно разгаданную анаграмму ребятам дается 15 баллов. Если, соответственно, они разгадали не полностью, то количество баллов за разгаданную анаграмму у них уменьшается. На станции поисковой им предлагается вначале список из веществ, входящих в состав сигарет и сигаретного дыма, и затем они должны это разгадать в филворде. Нельзя посмотреть, чтобы не наложено здесь вот филворда не видно. Ну, в общем, вот здесь, ну, вот если присмотреться, то видно, как девочки разгадывают филворд. Здесь практически все на 80-90% справляются с этим заданием. Довольно-таки легким задание является для ребят кроссворд, разгадывание кроссворда по теме «Здоровый образ жизни». Тоже очень легко разгадывают, очень быстро разгадывают. Пусть не все полностью разгадывают, но большинство дает правильные ответы. После того, как ребята выполнили задание всех 6 станций, жюри удаляется на подсчет результатов, мы же с ребятами проводим опыты, и либо я им демонстрирую опыты о вреде курения и алкоголя. Вначале я им рассказываю об опыте о вреде курения. Это не первый мой выпуск, я с каждым выпуском ребят рассказываю, говорю на эти темы. И раньше я подобный опыт проводила с пластиковой бутылкой. 1,5-литровая пластиковая бутылка, в горлышко вставляется ватка, сигарета, и нажимая на пластиковую бутылку, мы имитируем процесс курения. Однако, хоть у меня кабинет химии и есть вытяжной шкаф, все-таки запах по всему кабинету все равно присутствует. Поэтому сейчас я ограничилась вот таким вот устройством. У шприца отрезается носик, вырезается отверстие по размеру сигареты. Сигарету доставляется, из шприца вынимаем поршень и туда неплотно кладем ватку. С принцовкой мы нажимаем и опять же имитируем курение. Соответственно, конечно, сигарету мы поджигаем. Сразу хочу сказать, что с маленькой спринцовкой опыт не очень хорошо получается, и не всегда этот опыт удается со всеми подряд сигаретами. То есть некоторые сигареты такого эффекта не дают. Надо пробовать. При детях я все-таки этот опыт тоже не провожу. Я им объясняю, что я делала, показываю, как я делала, и намеренно прямо не руками, а пинцетом беру вот эту вот ватку, которая
загрязнена вот этим вот дымом. И объясняю, что вот эта вот смола также откладывается на легких. А на станции расчетной у них была задача по тому объему смолы, который за год может отложиться у курильщиков. И это, конечно, их не столько пугает, сколько, я бы сказала, впечатляет. Второй опыт, я не знаю, что тут может вообще, в принципе, не получиться. Берем куриный белок и заливаем его этиловым спиртом. Опыт получается всегда, это очень быстро, наглядно. Происходит денатурация белка, сворачивание, дети это видят, и мы проводим аналогию. То же самое происходит в клетках живого организма, в частности у человека при употреблении спиртных напитков, в первую очередь в желудочно-кишечном тракте. Этот опыт также впечатляет ребят. И к тому моменту времени уже жюри подсчитывает результаты, а я им предлагаю собрать пазл, элементы которого они взяли на каждой станции. И причем я им предлагаю, если вам понравилась игра, то вы собираете пазл целиком. Если вам что-то в этой игре не понравилось, вы пазл собираете частично. Я провела игру в 4 классах. В 4 классах по 5-6 команд было. Только одна команда за все это время не собрала пазл полностью. После этого я предлагаю ребятам... Я предлагаю ребятам напечатать на ватмане, а кто-то просит индивидуально писать на листах А4. Вот для этого момента им нужны нам ватманы и маркеры. Продолжение фразы «Я не буду пить и курить, потому что». После этого в классе, в котором была проведена эта игра, мы делаем вот такой вот стенд «Мы против». Вешаем. Вот это, в частности, вот у 8 класса было. Вот это фрагмент стенда в моем 6 классе. Жюри к этому моменту подсчитывает результаты, мы объявляем результаты, и все довольные, впечатленные идут домой. Спасибо за внимание. У меня все, я готова ответить на ваши вопросы. Уважаемые коллеги, если есть какие-то вопросы к Ольге Васильевне, попрошу их написать в чате. Можно мышку? Вопросов нет, да? Если вопросов нет, то мы подходим к завершению нашего семинара. Вопросов нету, да? Уважаемые педагоги, мы подходим к завершению нашего семинара. И я бы хотела обратить ваше внимание, при подготовке методических разработок вы можете обратиться к сайту учреждения Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Сейчас он представлен на слайде, ссылка на сайт представлена. Есть специальный раздел «Профилактика», в котором указано очень много различных сценариев, готовых профилактических мероприятий именно по профилактической работе с детьми, по профилактике девиантного асоциального поведения. Но мы подошли к завершению. Спасибо вам, уважаемые спикеры, и вам, уважаемые педагоги. Надеюсь, что этот семинар был действительно для вас очень продуктивным. Желаю вам всего доброго и до следующих встреч. До свидания.